Витаю вас, друзья. Извиняюсь за опоздание. Время 17:05 по Берлину, 18:05 по городу Джохару. 10 августа 2025 года. 17:06 уже. 10 августа 2025 года. Сегодняшний свой стрим я назвал «Патрушев убил Ахмада Кадырова, теперь травит Рамзана, его место займет Даудов». Давайте об этом и многом другом поговорим, друзья. Я вам представлю небольшое свое расследование, часть своего расследования по поводу того, что сейчас происходит во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Как вам известно, наверное, друзья, в криминалистике, в расследованиях есть три метода: дедукции, абдукции и инструкции, по-моему, если я не ошибаюсь, третий вариант. Я помню это со студенческих лет, поэтому могу где-то ошибаться. Да. И методом методом абдукции я постараюсь выдвинуть гипотезу, которую вам, моим зрителям, я представлю на суд, чтобы вы сами сделали из этого вывод. Моя задача будет, по крайней мере, я так постараюсь, вам предоставить информацию, чтобы вы сами сделали вывод и пришли к какому-либо умозаключению, какому вы посчитаете нужным. Есть такие методы. Давайте я вам сейчас объясню, что значит дедукция. Это немножко может быть скучно, но зато даст немножко понять вам. Вывод, дедукция. Вывод от общего правила к частному случаю. Если индукция, вывод от множества частных случаев к общему правилу. Понятно? И метод абдукция – построение наилучшего возможного объяснения, исходя из неполных данных. Я буду использовать все эти три метода и постараюсь вам объяснить, что я хочу сказать. Так, ручки и тетрадь взяли, все, конспектировать готовы, да, записываем лекцию. Метод абдукции – поиск гипотезы, которая лучше всего объясняет наблюдаемые факты, даже если доказательства пока не полные. Эти методы применяются в юриспруденции. В расследовании журналисты его применяют. По-разному бывает. Всякое. И вот я хочу вернуться в 99-й год для начала, друзья, чтобы иметь представление. 99-й, еще чуть раньше даже. 96-й, 90 конец Второй русско-чеченской войны, либо четвертой широкомасштабной, четвертой агрессии против чеченского народа и государства. После окончания Первой русско-чеченской войны Россия нам начала упорно навязывать
форму, радикальную форму ислама. Все это происходило очень ненапряжно, аккуратно, большая работа ФСБ, я считаю главным человеком вот в этом во всем, Николая Патрушева. Вы помните, у нас дома начали появляться люди, которые связаны с Ближним Востоком, в частности, сектор Газа, арабская Палестина. И эти люди, братья-мусульмане, их еще называют. И вроде ничего плохого нет. Я сам был подвержен этой пропаганде и очень хорошо помню это. Был молодой и жадно все изучал. Все изучал жадно. И тогда этот ислам, который они нам рассказывали, он был самый мягкий, самый добрый, самый человечный. Я просто помню. И никому нельзя было из этих людей, носителей этой идеологии, ваххабизма, никому нельзя было даже грубое слово говорить. Понимаете? Если человек даже не молится, пьет, он курит, нельзя было ничего ему даже плохого сказать. Это был метод вербовки. Таким образом, они завоевали мое сердце. Я просто это очень хорошо помню. И люди потихонечку начали в это втягиваться. Потом это уже стало радикальным, жестким. Если ты не молишься, как они, не носишь бороду, как они, там, если ты куришь, пьешь, это там не рассматривалось. Просто ты не молишься, как они, ты уже не мусульманин, ты враг, ты подлежишь убийству, уничтожению и так далее, и так далее, и так далее. Причем, как участник Первой русско-чеченской войны, хотя это будет громко сказано, потому что больше я был свидетелем, чем участником. Я очень хорошо знал, кто вот с Катар-Юрта принимал участие в боевых действиях в Первой русско-чеченской войне. И, мы знали, визуально на лицо я этих людей практически всех знал. Хотя я не жил никогда в Катар-Юрте, только на лето приезжал на каникулы. И в этом смысле было понятно, мне не нужно было объяснять, кто из них принимал участие в Первой русско-чеченской войне. И после Первой войны, когда победа была за чеченцами, очень многие сожалели о том, что не приняли участие вот в этой Первой русско-чеченской войне. Так как никто не ожидал, что будет победа, некоторые были разочарованы, и в принципе никто в мире не верил, что мы можем принудить фашистскую русню к миру, и так далее. В итоге, когда я учился в Санкт-Петербурге, я на каникулы летние приезжал, уже война закончилась, и я общался и видел, как у всех отрастают бороды, как все становятся очень набожными, и все вот закрутилось, завертелось. Многие занимались продажей нефти незаконно. Там криминальная обстановка была, похищение людей были, убийства были. Это все делалось российскими спецслужбами и полезными товарищами, которые использовались этими спецслужбами. Потому что агентуры у русских такой не было. Приходилось им использовать нас, молодежь, в основном для того, чтобы криминализировать всю обстановку Чеченской Республики. И когда я возвращал, я видел своих сверстников, которые очень становились набожными и так далее. Самым запомнившимся мне человеком, который вот эту религиозную тему был, это был Ахмад Кадыров, который говорил про джихад, про то, что жена не должна слушать своего мужа. А это для чеченцев казалось очень диким, как эта жена не будет слушаться своего мужа. Может выйти на войну, она имеет право. Сын может не спрашивать своего отца. Это дикость была для чеченцев. Тогда, чтобы выйти на войну, на джихад, ему не нужно разрешение от отца, от матери, жене даже, от мужа. Вот такая вот была обстановка. И многие начали
углубляться вот в эту религиозную тему. Один из самых главных был Кадыров Ахмад, ну, как муфтий, который умел очень красиво говорить. Второй был Ахмед Закаев, который с повязкой на лбу, с арабской вязью, с платком, такой артистично, так красиво, хотя тоже нигде не воевал, как некоторые говорят, нигде не принимал участие, в одном месте где-то, говорят, где-то там оказался в окружении, и все. Каким-то образом его назначали на какие-то командующие должности, но непосредственно никаких побед, никаких успехов у него не было. Но была вот эта повязка. Платок такой был, его носили наемники, контрактники российские, мы их называли наемниками. Они носили эти платки, и Ахмед Закаев носил этот платок, и вот эта арабская вязь была. Потом она появилась у Шамиля Басаева тоже на голове. Ну, Басаев, по крайней мере, никто не может сказать, что он не воевал. И вот это мы, как мусульмане, столкнувшись со смертельной опасностью, конечно же, больше обратились к Богу. У нас были катастрофические потери, у нас была разрушена вся республика, было убито, по разным оценкам, как сообщает нам президиум правительства, где-то 120 тысяч приблизительно в Первую русско-чеченскую было убито граждан Чеченской республики Ичкерия. И для нас это было очень все тяжело и серьезно. Сейчас украинцы поймут в настоящее время, что это такое, когда люди обращаются днем и ночью к Богу. В итоге получилась ситуация, когда нам начали национально-освободительное движение, борьбу за свободу Чеченской республики Ичкерия, демократической Ичкерии, начали подменять борьбой за джихад. Но мы не понимали, что происходит. Мы даже не знали термина джихад. Я только сейчас до конца начинаю понимать, что значит джихад. Сейчас, в настоящее время, термин джихад подразумевает установление халифата во всем мире, где когда-то были мусульмане, как говорят. Но потом, когда там будут, они потом весь мир захотят. Но это чисто как большевики, как коммунисты. И ничего удивительного. Откуда нам это приходило? Приходило это от арабских стран. В первую очередь это Палестина, сектор Газа, вот это Египет, вот оттуда все это шло. Шло в определенной степени от Саудовской Аравии, по крайней мере так нам говорили. Но большая часть, теперь я понимаю, что это приходило нам из сектора Газа, из Ирана, в том числе. Иран шииты они, по большинству шииты. И наш ислам, наш суннизм в Чечне тоже аккуратненько подменялся вот этим шиизмом. И фактически получилось то, что тот, кто за Ичкерию, которую русские не смогли победить, под знаменем которых сражалась Ичкерия, граждан которой более 120 тысяч русские убили, мы сами, не понимая, что происходит, мы простые люди, да и власть наша многое не понимала. Некоторые работали на русню, некоторые были полезными товарищами и не понимали многие, что происходит. Запад с нами поступил, как поступил с Грузией приблизительно, хотя в какой-то степени Грузию отстояли. Но Запад нас оставил один на один с этим людоедом, убили нашего президента, демократически избранного европейского государства президента, убили наших многих депутатов, наших политиков, наших чиновников. И причем это происходило очень жестоким образом, убивали родственников, просто жесточайшим образом было. И вот мы потихонечку уже даже не считали себя гражданами Ичкерии. То есть Россия не смогла нас победить, Ичкерию, наше стремление. И она просто подменила повестку. Она сместила фокус, вот всю нашу негативную энергию, все наше недовольство,
все наше стремление к свободе было заменено на построение аналога с исламским налетом большевизма во всем мире. То есть мы уже строили не свободную, маленькую демократическую Ичкерию, а строили всемирный халифат. Понимаете? И как будто создавалось впечатление, что весь мир этого хочет, что нам это нужно, все нас, мусульмане в мире, поддерживают. Хотя русские спецслужбы говорили, что очень много у нас воюют людей. Арабы там разные всякие. И были какие-то арабы. Может, человек 50 их набралось бы, максимум. По телевизору, вот я как сторонний наблюдатель, вторую войну я смотрел ее по интернету, по телевизору, я видел, ну, может быть, десятки, пару десятков, может, арабов я видел. Просто их больше не было. Некоторые говорят, может, их 50 было, может, не все засвечены были. А представлялось, что чеченцы лежат на боку, курят кальян, а за них воюют арабы. И такое в мире создавалось о нас мнение. Мы были абсолютно уверены, что мы правы, мы и сейчас в этом уверены, и как бы особо не придавали значения к пропаганде. А главный пропагандист Маулади Удугов, который сами русские, сейчас я понимаю, что просто так русские никогда бы его не называли таким, что он один-единственный победил Россию информационно, что он супер там герой и так далее. А после гибели Джохара Дудаева Маулади Удугов фактически стал служить против интересов чеченского народа. И он не занимался тем, что пропагандировал полезно. Именно Маулади Удугов пропагандировал. Именно у него был канал, он занимался зарабатыванием денег. Он и сейчас, говорят, очень состоятельный, как и Ахмед Закаев. Вот эти люди, которые прожили через вот эти сложнейшие годы, время войны России против Ичкерии, чеченского народа, богатые, очень состоятельные, Закаев состоятельный, там у него заправка в Лондоне, там, или где-то в Англии, там, Маулади Удугов тоже, говорят, богатые. Все эти люди служили против чеченского народа. Я в этом глубоко убежден, и я вам сейчас постараюсь все это подробно рассказать. Вот получилась ситуация такая. И фактически вторую войну мы вступили, стратегически проиграв. Началась эта война заведомо без поддержки Запада. На Западе, как известно, существует международное право. Да, сильные страны делают так, как им выгодно. Так, вот 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН. И знаете, в уставе ООН есть принцип самоопределения нации. Любой народ, если имеет правительство, территорию, народ и правительство, способное коммуницировать с международным сообществом, то есть принимаемая такая оговорочка, то в этом случае этот народ уже считается свободным и независимым. И это государство, это принцип. Не нужно, чтобы Соединенные Штаты Америки признали Чеченскую Республику Ичкерия, и она стала государством. Не нужно, чтобы это должна сделать Россия или кто-либо другой. Если у вас вот эти 3 принципа есть основных, то вы уже считаетесь государством. Это говорит Устав Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций. Но в мире так заведено, есть определенные правила, что если 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН не признают это государство, то это государство не может стать членом Совета Безопасности, членом ООН, и также его называют непризнанным. Хотя, если одно государство, а это была Грузия, 12 марта мы приняли свою конституцию, 13 марта 1992 года, на следующий день, Грузия признала Чеченскую Республику Ичкерия. Уже как бы признана страной, членом ООН.
Ну, вот такая вот лицемерие и ложь правит этим миром, к большому сожалению. И люди, которые верят, да, как мы, чеченцы, которые поверили, что есть, у нас есть право, что мы можем бороться, что будем. Ну, мы боролись, мы показали, что у нас есть государство, что мы народ, и до сих пор не сложили, не свернули с этого пути. И никогда с этого не свернем. Это уже очевидно для любого человека, несмотря на всю пропаганду, на все, что пытались с нами сделать и нас полностью переделать. Не получилось у них. В 1999 году Путин, до этого еще Басаев Шамиль был втянут в игры с дагестанскими представителями народов. Обратите внимание, сейчас повторяется такой же сценарий. Такой же сценарий повторяют, потому что методы одни, методички одни, и лица даже одни и те же. Тогда с нами начали заигрывать разные там дагестанские разные там маджахеды, разные там мухаджиры, там еще какие-то люди, которые какие-то часть, может быть, принимали участие в войне, в первой русско-чеченской войне. Их было немного, абсолютно немного. И нас вот таким образом, Шамиля Басаеву, обязали, что мы друг другу будем помогать. То есть россиянам мы будем помогать. Понимаете? И была надежда, что вот мы сейчас освободились. Не хватало, видимо, аналитики нам не хватало. Были, может, какие-то другие причины. И мы вынуждены обманутые рассчитывали, что дагестанский народ поднимется, братья Хачилаевы были, сейчас появляются там братья Нурмагомедовы, да, вот эти бойцы, тоже Хачилаевы тоже были спортсмены, и эти спортсмены. Все одно и то же, создается такой же вот фон, такие же симулякры, хотя Хачилаевы очень плохо кончили, но сам факт, вот это все создавалось вот по этой же аналогии. Сейчас создается то же самое. И нам, чеченцам, нужно научиться извлекать урок. И я сегодня для этого постараюсь вам максимально провести вот методом аналогии, провести параллель. В 1998 году, 1997 году Шамиль Басаев втягивается в договор с дагестанцами, и всем это хочется, все об этом говорят, дагестанцы хотят тоже свободы там, и так далее, и так далее. Но по факту это все оказалось обманом большим, и нужно было втянуть Басаева, чтобы начать вторую русско-чеченскую войну против нас. И в это же время опять те же самые лица, Мавлади Удугов, который говорил, нам не нужны комбайны, мы в 21 веке первые нападем на кафиров. Шамиль Басаев говорит о том, что мы проводили специальную спасательную операцию по вызволению Чабан-Махи и Карамахи, это российские и дагестанские населенные пункты, где русские окружили их и убивали мирных граждан. Даргинские 2 села. И мы спасали этих людей. Шамиль Басаев говорил об этом Бабицкому, в интервью журналисту Бабицкому. Мавлади Удугов уже заявлял о том, что мы в 21 веке первыми нападем на кафиров. Нам не нужны комбайны, нам ничего не нужно, мы будем воевать, короче. И сразу же уехал куда-то, говорят, в Турцию. Может, куда-нибудь в Рязань уехал, мы не знаем. Говорят, в Турции был. И то же самое делал Ахмед Закаев, которые сегодня являются такими же. Все повторяется. То был 99-й год, они сейчас хотят повторить заново. Заново начать у нас дома войну. И Ахмед Закаев был назначен Масхадовым министром культуры. И, как мне рассказывал, вы видели, наверное, Муса Таипов, племянник Джохара Дудаева, который его и привел, как он же рассказывает, к Дудаеву, как своего друга, там, туда-сюда. И министр культуры Ахмед Закаев устроил штаб по
операции в Дагестан. Вот спасательная операция. Ну, представлялась она российскими спецслужбами как нападение на Дагестан. Причем не на Россию, видимо, было слишком смешно говорить, что маленькая Чеченская республика Ичкерия нападает на Россию. Но поэтому как бы Дагестан. Ну и заодно дагестанцев настроить против чеченцев. Хотя это было ровно наоборот. Это была спасательная операция. И Маулади Удугов сделал все, чтобы это была выставлена не как спасательная операция, а как нападение на кафиров в 21 веке. Основным пропагандистом вот этой религиозной темы был Маулади Удугов. Каким невероятным образом он до сих пор жив. Абсолютно непонятно, как это. Такой желающий весь чеченский народ отправить в рай, до сих пор Изакаев и он почему-то они сами не в раю. Вот такая вот ситуация разворачивалась. В 99 году, уже когда вот эта операция пошла, и самое интересное, вот эти пропагандисты в лице Удугова и других, они про взрывы домов в 99 году не говорили так много. Как-то вот так, да, кто-то там где-то сказал, где-то что-то написал, но каждый день говорить, снимать с себя ответственность, мы этого так и не увидели. Мы не увидели этого. Просто я не видел этого. Об этом там Щекочихин есть такой, был такой, Литвиненко потом, позже уже, когда что случилось, то что случилось. Но тогда об этом говорили не очень сильно. И вот Ахмад Кадыров перешел взрывы домов в 99 году. Русские взрывают, русские спецслужбы, Патрушев взрывает своих же женщин, детей, стариков, спящих у себя в домах. До этого еще огромное количество терактов проводится. Захваты заложников, теракты, провокации, убийства заказные. И все везде чеченский след и чеченский след. Это вот было массово использовано, и мы абсолютно не были готовы к этому. Абсолютно не были защищены. У нас не работал, в полной мере не работали аналитические каналы, не было у нас интернета такого спокойного доступа, да, и вот возможностей технических не было, в принципе. Хотя можно было еще больше это делать. Но тот, кто начинал это говорить, тех убивали просто-напросто. И постарайтесь это запомнить, потому что и то, что я вам рассказываю, вам никто не расскажет, и меня тоже может не стать. Но это не значит, что перестанет это быть правдой. Наоборот, то, что я говорю, это будет подтверждением того, что я говорю правду. Затем Ахмад Кадыров, который объявлял джихад России, перешел на сторону русских. Он был агентом ФСБ, российских спецслужб, он оставался, он потомственный, я полагаю, и сын, и его отец, вероятно, могли быть. Ну, короче говоря, как рассказывает Рамзан Кадыров, что Алу Алханов, да, не Алу Алханов, Руслан Алханов, его родственники, его предки были НКВДшниками, а Ахмада Кадырова отец был религиозным деятелем. И, видимо, на этой волне они его репрессировали, преследовали и, может быть, вынудили его сотрудничать с ними. Может быть, убив его, уже Ахмада сделали. Но в медресе, единственном советском медресе, где учился и окончил Ахмад Кадыров, просто так учиться было нельзя. Там верующих не брали вообще. Бога верующих людей туда не брали вообще. Как бы брали вначале, но потом отсеивали. Как это было в Санкт-Петербургском государственном университете. Если ты не сотрудничаешь с ФСБ, тебя отчисляют. И я живой пример этому. Я на 3-м курсе был отчислен из-за отказа сотрудничать с этой террористической, бандитской организацией. И в итоге, взорвав дома своих граждан, обвинив в этом нас, русские на нас напали. Я прошу вас проследить аналогию, про том, что Изакаев принимал участие вот в этом походе. Да? Там, конечно же, обвинить всех, кто принимал участие в походе в спасательной операции Дагестан, работе на российских спецслужбах невозможно, так как это неправда. Потому что многие из них погибли.
А вот кто остался в живых после всего этого, вот это вызывает у тебя уже много-много разных вопросов. Как же так? Везде ты оставляешь след, но ты остаешься в живых. А другие люди погибают. Другие люди погибают. Поэтому некоторых используют в темную, некоторых используют открыто. И вот Ахмад Кадыров становится главой администрации оккупационной, переходит на сторону, открыто уже переходит на сторону России и начинает работать открыто уже на Россию. Но Ахмад Кадыров, я не могу сейчас точно сказать, потому что много информации у меня нет. Многие вбросы делаются, что он нефть хотел забрать, что это исключено. Я не верю в это, что он хотел нефть забрать. Хотел, ну, не дам, сказали бы, и все, на этом бы он перестал бы. Потому что он полностью зависел от России, от ФСБ, и ничего он не мог сделать. Сегодня, как ведет себя Рамзан Кадыров, я думаю, что он пехотинец Путина, что он самый верный ему человек. Это идет у него от того, что его отец показывал, как нужно с ними себя вести, с ФСБ, со своими кураторами. Поэтому он так. Я думаю, Ахмад Кадыров был очень лоялен Путину и ФСБ. И его убили не из-за того, что он там нефть хотел. Может быть, это связано, на мой взгляд, что Ахмад Кадыров был умным человеком. Он был образованным, он какое-то образование имел и был очень неглупым, скажем так, человеком. Проницательного ума человек был, на мой взгляд. И обладал определенной харизмой, такими лидерскими качествами. В этом можно ему как бы признать за ним это. И этот человек, скорее всего, был убит для того, чтобы управлять было легче. Поэтому человек, как сказал Путин про Рамзана Кадырова, который не умеет разговаривать, а рычит, что ему показалось, что он рычит, а не разговаривает, был выбран не зря. Рамзан Кадыров был специально избран, вот пусть на его месте будет. Возможно, это еще связано с тем, что Путин хотел власть в Чеченской Республике оставить за собой. А Патрушев, который взорвал своих русских, развязал эту войну, уничтожил чеченский народ вместе с Путиным, конечно же, он решил власть прибрать к себе. И что удивительно, и тоже очень интересно будет понаблюдать, убийцу Ахмада Кадырова объявили одного из чеченских командиров, и якобы Тимур Даудов, он же Магомед Даудов, отомстил за отца, такую кровную месть сделал. А для чеченца убийца отца является самым главным врагом. И как бы, ну так считается. И что если за убийцу отца отомстили, то это как бы самый-самый, короче, тебе верный, надежный человек. Таким образом, я полагаю, Магомед Даудов, он же Тимур Даудов, он же Лорд, стал более доверенным человеком для Рамзана. Просто Рамзан стал ему обязан по чеченским традициям. Рамзан, какой бы другой национальности он не был, даже если бы он был, он до мозга костей, мне кажется, вот эти чеченские законы, правила очень уважает и соблюдает. И этим очень часто наши враги пользуются, кстати говоря, не только внутри своей агентуры, но и по отношению к нам они так действуют. И фактически Магомед Даудов был сделан так, что вот как будто Рамзан ему должен, что вот он ему... И, конечно, Даудов исполнял роль очень верного человека. Всегда он там клялся, какой Рамзан Ахматович, там Патчах, там 3-10, Ахмад Хаджинеп, там и так далее, и так далее. Никакого Ахмад Хаджинеп не существует. Существует только тупое зарабатывание денег
максимально, абсолютно необразованными людьми, которые никогда бы не увидели бы и тысячной, и миллионной части того, что есть, где-нибудь там работали бы на стройке, на колхозе, там баран пасли бы, и все. Это максимум, чтобы они достигли бы, если бы их ФСБ не подняло бы и не стало бы использовать. Поэтому вероятность сценарий того, что Мулади, Ахмад Кадыров был убит, чтобы управлять было легче агентурой, своим агентом. Но мне кажется, более правдоподобна эта версия, эта гипотеза. Когда убили Ахмада Кадырова, у него был свой клан, влиятельный клан, я так полагаю. Вероятно, Рудник Дудаев, генерал ФСБ, который был убит в Кунге у себя, мог быть куратором и другом Ахмада Кадырова, мог бы знать информацию о том, кто убил Ахмада Кадырова, а мог быть непосредственно сам участником убийства Ахмада Кадырова. Также Маулади Байсаров был такой горец, батальон возглавлял агент ФСБ, который также был убит. И вот эти люди, многие были убиты. И некоторые, может быть, эти люди как были друзьями-соратниками Ахмада Кадырова, и потом после убийства Ахмада Кадырова их зачищали. Либо они могли быть непосредственными причастными к убийству Ахмада Кадырова, и потом уже Путин дал добро Кадырову и там, его вот этим убийцам их убивать. Поэтому вот здесь я как бы не берусь судить, потому что у этих спецслужб слишком много сложностей, чтобы вот так однозначно утверждать. Но факт остается фактом. Ямадаевы братья были убиты, был убит этот чеченский командир, был убит Рудник Дудаев, был убит Маулади Байсаров. Вот эти люди, они были в определенной степени в оппозиции какое-то время, но, может, владели информацией, поэтому оставим это за скобками. Я считаю, убийство Ахмада Кадырова – это операция ФСБ, за которой теперь я уже на 99% уверен, что стоит Николай Патрушев. Тот самый, который взорвал дома в 1999 году, начал войну против нас. И эту войну начал не только Николай Патрушев, взорвав свои русские дома. В Чеченской республике, начиная от Руслана Кутаева, Ахмеда Закаева, Маулади Удугова, эти люди также были вокруг всего этого, начала вот этой второй русско-чеченской войны. И сейчас эти персоны опять же появляются на горизонте, и опять же методы приблизительно похожие используются. Но теперь уже не враг Масхадов, президент Чеченской республики Ичкерия, а враг Рамзан Кадыров. Тот самый сын Ахмада Кадырова, который долгое время представлялся в роли главы оккупационной администрации России в Чеченской республике Ичкерия. Как вы знаете, кто следит за моими стримами, вы знаете, что я давно говорил о том, что за Рамзана Кадырова, сперва я хотел бы рассказать о том, что мне поступило, я уже неоднократно замечаю, о том, что для того, чтобы я озвучил какую-то информацию, мне через какими-то разными способами пытаются внедрить какую-то информацию. И я иногда попадаюсь на это и озвучиваю эту информацию. И одна из таких информаций была о том, что Рамзан Кадыров сидит на таблетках, он наркоман и так далее. Это распускается, вот эта информация, может быть, это делается якобы для того, чтобы там скрыть его болезнь, пусть думают, что он наркоман, чем это, там, и так далее, чтобы сразу это не стало достоянием общественности. Но я тогда
попался на эту уловку и у себя в стримах сказал, да, он на таблетках сидит, вот у меня есть там информация, там туда-сюда и так далее. И именно поэтому я озвучил другую информацию, хотя там разные там Хумша рассказывают о том, что и чтобы стравить это я делаю. Нет, я это делаю, чтобы быть честным перед своим зрителем и перед историей. Потому что и мне кажется, я занимаюсь очень важным делом, и это важное дело останется в истории нашего народа. Чтобы со мной не случилось, как бы не повернулось все. Но я думаю, что то, что я делаю, оно должно остаться и принести пользу людям, которые будут жить на нашей земле, на нашем государстве. И именно поэтому я, когда понял, что скорее всего Рамзана Кадырова травят, он ничем не болен, хотя, опять же, я это тоже исключать не могу. Может быть, 1%, что он болен, я допускаю. Но исходя из метода абдукции, которая складывается вокруг этой всей ситуации, я прихожу к самому верному, на мой взгляд, решению, что это не случайная его болезнь. И вот почему. Все те лица, я вам специально подробно рассказывал начало Второй русско-чеченской войны, и действующих лиц пофамильно вам специально называю, чтобы вы могли проследить, что эти же люди снова вокруг появляются. И каким-то странным образом удобная болезнь Кадырова. Она очень удобна вот для этой складывающейся ситуации. Поэтому я практически исключаю, что эта болезнь у него, либо он там заражен, либо специально она спровоцирована, либо его пичкают. У ФСБ есть много методов. Причем нужно учитывать и смотреть в историю, как русские себя вели по отношению к своим руководителям, ФСБ, КГБ, СССР, как себя вело, Брежневу, к Ельцину. Ельцин тоже фактически в состоянии растения был. Я много видел алкоголиков, вы, наверное, тоже их видели. Но как Ельцин, еле-еле разговаривающих, но очень мало таких алкоголиков. Да? Алкоголик, он может худеть, он может шататься, там, мочиться, что угодно делать, но он при этом внятно может более-менее изъясняться. И Ельцин не мог внятно изъясняться. И за Кадыровым я вижу такое же нарушение вот этой речевой возможности. Да, как врачи правильно определят, как это называется. Поэтому я исключаю, практически исключаю, 100% исключить не могу, что Рамзан Кадыров болен какой-то там болезнью, которую он там подцвет. Потому что вот эти события вокруг разворачиваются. Они не случайны, абсолютно они не случайны, на мой взгляд. И человек, которому обязан Рамзан Кадыров, который за отца якобы отомстил, да, я думаю, это, ну, как бы я это сказал, специально это было сделано для того, чтобы Даудов был, зная психологию Кадырова, Рамзана, они его таким образом делали его обязанным этому человеку. И я это говорю, опять же, не для того, чтобы травить и так далее. Я говорю то, что я думаю. А стравится или не стравится, меня пытаются обвинить в том, что я работаю на Рамзана Кадырова. У них не получается, потому что то, что делаю я, не делает никто. В этом смысле, по разоблачению вот этого всего ФСБшного режима. Поэтому работать на Кадырова, это, хотя они пытаются всячески сделать так, чтобы хоть каким-то косвенным способом сделать так, что я окажусь, от вас всех скрытно, как-то втихаря связан с ними и так далее, и так далее. Что не соответствует действительности. Поэтому я не стал бы, мне абсолютно все равно, что Даудов сделает с Кадыровым или Кадыров сделает с Даудовым. Они оба перешли на сторону врага и уничтожали наш чеченский народ. Но это всего лишь верхушки айсберга. Самое зло, большое зло приносили люди, которые
начиная от Патрушева и все те, кто связаны с этим Патрушевым. И мы сегодня видим, что снова пытаются объединить Дагестан, Ичкерию и сейчас Ингушетию, Вайнахи они начали называть, Дагестан и Вайнахи, там, чтобы как-то, видимо, размазать это все. И Даудов, например, там пытается какие-то там в Дагестане, Ауховском районе земли там вернуть, там, а это болезненный такой момент, вопрос в чеченском обществе, особенно люди, которые живут в этих территориях, и они как бы нужен такой, знаете, авангард, нужен такой верные люди, которые пойдут и будут убиты. Да, это такие торпеды нужны, которые будут пускать. И, скорее всего, это люди из Ауховского района. Убийство Сайтиева, Буайсера Сайтиева, я тоже связываю с этим, потому что, видимо, Буайсер отказался участвовать в этом. И понимая, начал, видимо, Буайсер Сайтиев хоть и был депутатом, но все равно он в какой-то степени пытался не связываться с политикой. Его втягивали как 4-кратного олимпийского чемпиона, уважаемого в чеченском, дагестанском, российском обществе. Но при всем при этом он пытался не пачкаться этой грязью, этими преступлениями, убийствами. И, видимо, поэтому он там был не нужен. И он бы, скорее всего, был бы на стороне своих людей, которые проживают в этом регионе Кавказа, и поэтому его убили. И также объясняется такое маниакальное желание убить и жесточайшим способом убийства Мансура Старого, Имрана Алиева, который тоже был из этого района, и к нему бы люди из этого района, с Ауховского района, очень прислушались бы, потому что его брат погиб, сражаясь, и он был искренне честный воин на самом деле. И убийство его – это подготовка к тому, чтобы потом Магомед Даудов сделал себе отряд верных людей, которые вот как за убийство отомстил за Ахмада Кадырова, вот так же он вернул землю Ауховскую вот этим людям, хотя это одним щелчком 100 лет уже Россия, ФСБ могла бы сделать давно, но она не делает. И еще 100 лет она не сделает, если этого не потребуется ФСБ, ни для ауховских граждан, чеченцев, ни для Даудова, ни для кого-либо, только для себя. И это все я связываю просто в эту цепочку. Также я связываю поднятие Магомеда Даудова до уровня фейкового Ахмеда Закаева, который также фейково самоназначил себя премьер-министром. Это делается для примирения. Также я связываю, вот вы видели, наверное, я неоднократно выкладывал у себя в YouTube, выкладывал, в Facebook выкладывал, вот эту свастику, чеченский орнамент, это заменяет нам нашего чеченского герб, наш чеченский флаг. Специально идет замена, идет. Вот мы чеченцы, мы там, у нас свой орнамент и так далее. И это вот сейчас, начиная там от Муслим Сатуев есть такой, да, антитеррором он себя называет. Это тоже, я думаю, из этой же серии, которые обучили его в этом духовном управлении мусульман, другого у него нет. И почему я думаю, что я с ним общался, он мне вначале там, делал ролики, не мне, себе делал ролики, но мне как-то симпатизировал он. Никогда про религию он тогда не говорил, наоборот, только про Ичкерию, борьба чеченцев и так далее. А теперь вообще про Ичкерию все уже отброшено. Так, когда я напоминаю об этом, он где-то может сказать, чисто против ислама воюет. Это делается для того, чтобы против мусульман и ислама человек воюет. Это как в советское время, чисто КГБшная программа, которая была в советское время. Поэтому то, что он резко так поменялся, никогда про религию не говорил, теперь только про нее говорит, я склонен считать, что это тоже симулятор, который отправлен.
сюда для того, чтобы нас, европейских чеченцев, представить не мусульманами. Это очень дьявольская мысль, которая у них там зародилась. Здесь, в Европе, живущих чеченцев, представить не мусульманами, врагами мусульман, меня как главного, ну, основного, или не знаю, как сказать, голоса, который из Европы вещает, меня представить связанным с ним. Именно закаевские, вот эти все вот эти бандиты меня представляют антитеррор. Они сперва меня называли, что это я, этот антитеррор Муслим Сатуев. Потом они представляли там, что это мой брат, там, и так далее, и так далее. И вот таким вот образом они нас здесь, в Европе живущих, представляют врагами мусульман, чтобы то общество, которое находится в заложниках у них во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, не слушало нас, а их радикализировать и использовать. На нас влияния у них мало, практически нет, вот через вот этих пропагандистов. И они пытаются вот нас отделить от чеченского общества, в Чечне, которое находится, и представить нас не мусульманами, чтобы мы как бы не были для них авторитетами, когда мы что-то им говорим, так как мы там враги мусульман там, и так далее, и так далее, и так далее. А их постоянно обрабатывают. Именно поэтому они настроили там мечети. Вы никто не можете сказать, что Россия относится к нам хорошо. Вы никто не можете сказать, что они ненавидят нас. И в том числе и ислам, и мусульманство, они все, нашу культуру, нашу религию, все, что с нами связано, они ненавидят. И вы это прекрасно все знаете. Это аксиома, это константа, которая не требует доказательств. Это стопроцентный факт. И они строят мечети. Это не происходит просто так. Выделяются огромные деньги, чтобы строить мечети. Потому что на месте Чеченской Республики Ичкерия они собираются сделать сектор Газа. Понимаете? Сектор Газа. Именно поэтому из сектора Газа, из Палестины, они вывозят своих пропагандистов, вот этих арабских, которые там этот бедный арабский народ Палестины зомбировали вот этой пропагандой и пытались, настраивали их против евреев и Израиля. Понимаете? В Израиле среди евреев, русскоязычного, я могу сказать, сегмент, ведется аналогичная работа против всех мусульман. Не против арабов, которые их убивают, нападают на них, да, вот это небольшой группы населения, а против всех мусульман. Как среди нас навязывают врагами, что все не мусульмане являются врагами. Это ведется целенаправленная работа. И среди еврейского общества, и среди чеченского общества. И неудивительно, что этот Муслим Сатуев, о котором я вам сейчас только рассказывал, его куски начали вырезать, и евреи начали закидывать. Причем никогда не упоминавший ни про евреев, ни про Израиль Муслим Сатуев, он же антитеррор-чарей, теперь начал говорить, насколько евреи правые, что вот у них там право есть и так далее. Хотя никогда не было. Это делается в том числе для того, чтобы все, кто поддерживает Израиль, представить вот такими фашистами и так далее. Хотя я очень много говорил про Израиль, еще когда никто не говорил про Израиль, и это считалось там самым плохим. Ну, я говорил это не потому, что они евреи, а потому, что они правы были в том случае, когда они были правы. То в таком случае ни один из еврейских канал не выложил мое видео нигде у себя. Но этого уже начали распространять и делать. И это тоже накладывает на определенные размышления, да, почему это происходит. То, что я уже несколько лет говорю, делаю, ни один еврейский канал не делает, не вырезает мои видео, не распространяет. Хотя много евреев меня благодарят в комментариях и так далее. Но вот эти симулякры, еврейские каналы, которые есть, они не которые, ну, как выясняется, симулякры. А вот, когда говорит этот чувак, уже начали укладывать и распространять. Ну, вот так вот. Так вот ведется работа. Поэтому сейчас, возвращаясь к нашей основной теме, могу сказать, что, например, когда я начал этот канал в 2019 году, тогда в 2018 году был подготовлен, обратите внимание, был 2000, я сейчас в годах могу ошибиться, может это был 13-й год, да, или 15-й год,
у меня все записано, все имеется, но сейчас на память не вспомню, может быть, был сбор всех блогеров. Главным действующим лицом там был Кадыров Ахмад Рамзан, и там же был Магомед Даудов. Кадыров как ширма, которую прикрываются, а Даудов был непосредственно, кто контактировал с этими блогерами. Один из них Тумсо Абдурахманов. Тумсо Абдурахманов был направлен сюда, в Европу, для того, чтобы он раскручивал Закаева. Закаева представлять демократам на Западе, чтобы его принимали во всех кабинетах. А он, Тумсо Абдурахманов, представлять нас, чеченцев, радикалами, которым ничего не нужно, кроме вот построения халифата, ислама и так далее, и так далее. И вот мы все это помним. Ко мне сюда приезжал провести митинг другой деятель, Моусар Садулаев, Мансур или Моусар Садулаев такой был деятель. Когда он сюда приехал, митинг мы здесь организовали там и так далее, и я его повел в ресторан, и мы сидели, кушали. И я ему пытался искренне объяснить, я просто запомнил наш разговор, я ему искренне пытался объяснить, что то, что вы говорите, это вы делаете то, что нарративы Кремля, России, мы строим демократическое государство. Только демократическое государство, оно жизнеспособно в настоящем мире, и мы только так можем. И он сказал, почему, ему нужен был радикал, вот ему нужен был на религиозной волне человек. А почему все, кто хоть что-то готов выступать, вы все демократы, он мне сказал. Я помню эту фразу, потому что ему нужен был именно вот этот радикальный. И потом стало ясно, что это тоже симулятор, который отсидел год за что-то там якобы, и потом направлен был сюда. Как это у них там называется, как-то у них там есть свое это. Вроде бы они там кому-то помогают. Это все звенья вот одной цепи. Вот это все вместе связывается. Тумсо Абдурахманов не был врагом Ахмеда Закаева. Он был, и я думаю, что это все и Ахмед Закаев, и Тумсо Абдурахманов, и вот другие, и Магомед Даудов. Это все люди Патрушева. Вот идет ветка оттуда. Вот все замыкается на Николае Патрушеве. Это те самые люди в 1999 году, которые с чеченской стороны провоцировали, представляли чеченцев как исламистами и так далее. И они виноваты наравне с Патрушевым в том, что у нас началась война. И вот этот Магомед Даудов вот сейчас выпустил какое-то свое видео. И в этом видео, ну, там голосовое у него какое-то там гуляет. И он говорит одну очень интересную фразу, что вот сейчас я занимаюсь тем, что стравливаю их, Рамзана Кадырова и Магомеда Даудова, так как это делали тогда между Масхадовым и Басаевым. Я не имею никакого отношения ни к Масхадову, ни к Басаеву, ни к политике. Я правозащитник. Я вышел делать то, несмотря, я прекрасно изнутри знаю, на что они способны, какая у них сила, что они могут. И все это я на себя сейчас в данный момент испытываю. Все это проходит через меня, про мне. Но он там говорит очень важную фразу. Питан шейнюк один хил долу питан. Говорит, что между ними сделали ссору, конфликт. Не произошел между ними, он именно говорит динхильдол. И вот он сейчас говорит, что мы хотим то же самое сделать. Я не имею никакого отношения ни к политике, ни к Басаеву, ни к Масхаду, кроме того, что один был моим генералом моего государства, моей армии, другой президентом. Все, на этом наша связь ограничивается. И почему я это делаю, я это тоже сказал. Не потому, чтобы стравить, а потому, что я был обманут, и мне нужно было рассказать это все. А сейчас картина складывается в определенном этапе. Сейчас вот эта свастика, которую я начал говорить, чеченский орнамент, она у батальона шейха Мансура появляется, вот, который в Украине, или воюет, или там просто находится. Сейчас они сблизились с Ахмедом Закаевым. Человек из батальона шейха Мансура мне лично
рассказывал, но он сказал, что имя его можно назвать, я это имя, если представится нужное время, я это назову его имя. Его сейчас не видно нигде на кадрах, нигде. Но тогда он был среди этого батальона, и он мне тогда сказал, что тогда, когда Иса Мунаев ехал в Украину, тогда Закаев предложил ему должность министра внутренних дел. Это к тому, что они готовились. В 2014 году они готовились к тому, что сейчас Рамзана они будут травить. Это Рамзан думал, что он пожизненно будет своим детям власть отдавать. А у ФСБ и его вот этого окружения другие планы. Что он станет министром внутренних дел, даст $1 миллион Исе Мунаеву. Это 2014 год, когда Иса поехал туда. И тогда там появился вот Муслим Чуберлоевский. Потом они какое-то время вместе побыли, и они разошлись. Потому что Иса был на демократических основах, на основе нашей Ичкерии, как мне рассказывали. А Чуберлоевский был как бы на религиозной вот этой волне. Вот, и вот сейчас мы видим, что уже у Чуберлоевского сзади висит вот этот орнамент, свастика, которая есть у Магомеда Даудова, у вот этого Муслима Сатуева, да, вот этого антитеррор ЧРИ. И вот это все вместе складывается. Кого-то используют, я сейчас не буду утверждать, что они открыто знают, на что они работают. Обычно, знаете, как в чеченском обществе происходит. Якобы ты мне спас жизнь когда-то, вот как, или отомстил за отца, как Рамзан Кадыров там с Даудовым. И ты работаешь на русню, но я как бы отношусь к тебе, потому что у нас с тобой мужские внутренние свои отношения, что ты меня спас жизнь, я тебе спас жизнь, мы с тобой друг другу должны, и все остальное не важно. Вот на этом может быть что-то строится, вот эти чеченские отношения, когда, и это ФСБ очень сильно использует эти методы, вот эти свои дьявольские, коварные методы, чтобы представить нас вот так, как им нужно, манипулируя нами так. Поэтому вот такая вот ситуация складывается. И сейчас, когда я об этом начал говорить, я уже давно начал об этом говорить, сейчас тот же человек Патрушева, ФСБ, Тумсо Абдурахманов, человек вместе с Закаевым из одной связки, которая идет, я в этом уже нисколько не сомневаюсь, этот человек, немножко запоздав, записал ролик про Магомеда Даудова и про Юсупа Тимирханова. Хотя Юсуп Тимирханов был убит 3-го, он записал его 4-го. И сейчас тоже начал что-то много говорить про Даудова. Я так полагаю, повестку, которую я поднял, и я первый начал об этом говорить, они, как обычно они это делают, они перехватывают инициативу. Их все вот эти хорошие русские рекламируют. Есть такой канал Нисо, это тоже из этой же оперы, из той же вот ситуации. Они все, одна вот эта мафия, одна патрушевская, будем ее так условно обозначать, патрушевская мафия, которая пытаются сейчас, не Аслан Арцуев это первый говорил, озвучивал, а вот они. И они здесь представляются какими-то там экспертами, там по чеченской теме, они внутри знают это, и какую-то информацию им сливают, они знают имена, фамилии. Чаще всего имена, фамилии, кого они сливают, это люди, которые им не угодны. А своих реальных они не показывают. Вот так ведется работа. Поэтому я считаю, что за убийством Ахмада Кадырова стоит Патрушев. Возможно, не Путин, потому что Путин, если же Рудник Дудаев, Байсаров, Маулади, братья Ямадаевы, которыми очень неравнодушно дышит Тумсо Абдурахманов, он надеется на них, вот оставшихся там братьев, что их не дали убить всех, что Россия за них заступилась и так далее. И это их как бы силовой такой резерв, который они собираются против Кадырова и так далее используют. И вот эти люди все вместе складывают такую картину, которая приводит к нас новой агрессии, новому геноциду чеченского народа для того, чтобы чеченцы забыли предыдущие преступления
и заработать все деньги, которые Кадыров наворовал, награбил, вот эти миллиарды, они все хотят прибрать к себе. Вот, в принципе, вот так я вижу картину. Может, я что-то забыл, потому что я долго думал, хотел написать, специально подготовиться до этого, но просто по времени не успел, чтобы все написать. Хотя отдельно все у меня более подробно расписано, очень много таких вещей, и некоторые вещи я не хотел бы пока озвучивать, потому что нам еще предстоит очень-очень долгий путь и очень-очень большие разборки. Собирают представить трибунал по Кадырову. Это должно быть юридически, чеченский народ должен требовать. А если чеченский народ требовать, они собираются в этом смысле, они собираются юридически, это на Западе должно быть приниматься. Они говорят, это трибунал будет. Ну, конечно же, вырезать всех своих врагов, это просто будут там разные вот эти убийцы их. А потом это как бы представление будет, что вот как бы Кадыров на законном основании, там все они его должны убить. Поэтому убить не только его, я боюсь, что будут женщин убивать, детей будут убивать. Для того, чтобы нас, чеченцев, представить какими-то людоедами. Потому что план сектора Газа для чеченцев, он не только не отменен, хоть я о нем уже 2 года вам рассказываю, если не больше, я уже приходить начал к этой мысли, что они собираются на... Все больше и больше фактов набирается, что они хотят сделать из нас сектор Газа. И опять же, теперь мы видим, что для чего это готовится. Видимо, они знают планы американцев заранее вперед. И заранее вперед мы знаем, что Зангезур, вот этот коридор, который будет на границе с Ираном, Ирану очень это мешает. Там же собираются американцы построить нефтеперерабатывающие заводы. И для Ирана это будет ударом, мощнейшим ударом, экономическим ударом. И, конечно же, Россия просто выкинута и опущена на Кавказе, за хребтом, на Южном Кавказе. И им нужно, чтобы мы их терроризировали, как арабы сектора Газа терроризировали Израиль и Америку. Точно так же они должны терроризировать там нас. Но сейчас, когда я это все раскрываю, мы должны это понять, это нужно очень серьезно отнестись, очень серьезно. Я полагаю, исходя из того, что они сейчас делают в отношении Кадырова и его ближайшего окружения, к этому будут приплюсованы Аят Идигов, президиум нашего правительства, некоторые чеченцы, которые находятся в Чечне, во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, и находятся, можно так сказать, под защитой Кадырова. Они перешли на сторону русских, но Кадыров их не дал полностью не уничтожить, не посадить и так далее. И фактически он им дал гарантии и сохранял свое вот это слово. И сейчас, я полагаю, вместе с этим трибуналом, человек, который с повязкой в Кремль ходил с арабской вязью, который там на Дагестан, там первыми там, на кафиров нападали, там они еще и так далее, и так далее. Теперь это супер демократических взглядов человек, который хочет представить наш президиум, в частности Аяда Идигова, человека, который радикализировал наше чеченское общество, и на Западе, чтобы его не принимали. Чтобы его там не принимали. И еще лучше осудить, вместе включить. Не мы будем над ними делать трибунал, а они будут над нами делать трибунал, под видом делая его над Кадыровым. А среди Кадырова, об этом вот эти старая КГБшная советская номенклатура много уже говорит, что это типа вчера они боевики были, против России воевали, а теперь они якобы теперь перешли на сторону теперь России, а они, вот эти Тумсо Абдурахманов, Ахмед Закаев, Руслан Кутаев,
кто там, Мавлади Удугов, там такой посередине он получается. Ну, еще другие какие-то товарищи, которые там есть, которые представляются как всегда бывшие за Россию, всей душой за Россию, там, никогда не предававшие Россию, всегда служившие России, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот такие вот у меня мысли на этот счет. Я абсолютно убежден, особенно после того, как вот этот Тумсо, Нейсо начали сейчас про Даудова говорить и так далее. Я убежден, что Магомед Даудов готовится на место Кадырова уже давно готовится. И давно я об этом и говорил, а это я только узнал еще раньше, скорее всего, конечно же, это готовится. И готовится зачистка всех старых ичкерийцев, старых, имеется в виду, которые перешли на сторону России. И вот готовится вот такой вот сценарий. Вот такой вот сценарий готовится. Причем он должен быть одобрен Западом, потому что Запад, Кадыров, Рамзан там рассказывал, что он Америку раком поставит. Например, тот же, я, знаете, на самом деле, подругу, когда открываются какие-то факты для тебя, когда картина, мозаика складывается, ты по-другому начинаешь видеть некоторых людей. Например, Апти Алаудинова, которого я вообще считал ну просто мерзавцем и подонком. Я и сейчас считаю, что не подумайте ничего такого, да, а то вы меня сейчас пристегнете. То этот человек сказал, что его бойцы убили американцев. И у меня всплыла картина. Кадыров Рамзан сказал, что Америку они раком поставят. И вот эти две фразы, которые высказались, фактически их делают стопроцентными мишенями или, по крайней мере, добро американское на уничтожение или суд над этими людьми. Автоматически они себе подписали. И я думаю, что это было ими сказано не случайно. И эта фраза не их, а им заложены. И этому, и тому были заложены. Для того, чтобы у них не было никаких шансов договориться с американцами, как-то их голос вообще был услышан. И это не только этих двоих персон касается, это касалось наших чеченских бойцов, которых также представляли врагами Америки. То же самое можно сказать про Доку Умарова, который ничего не делал против Америки плохого. Басаев ничего не делал против Америки плохого. Но Басаев не говорил, в принципе. Но вот Дока Умаров сказал там войну Америке объявить. И таким образом фактически вывел себя вот за те 5 стран, а самое главное на сегодняшний день в мире и в ближайшие, наверное, лет 50-100 будут Соединенные Штаты Америки, если не больше, что выводят за рамки, что эти страны, все, тебя признают нелегитимным, и все, у тебя нет никаких шансов. Вот в таком вот мире мы живем, и с одной стороны, это очень хорошо, что Соединенные Штаты такие лидеры, но с другой стороны, было бы хорошо, если бы США придерживалась международного права, если она других призывает к этому. А тот, кто не соблюдает это международное, того вынуждать соблюдать это международное право. Ну вот как-то так, друзья. Давайте, я вижу здесь много троллятины и так далее. К нам туда пожаловало. Я хотел бы немножко почитать ваши комментарии. Мы, в принципе, уже почти весь эфир Если есть вопросы, друзья, я думаю, в принципе, то, что я вам рассказал, вопросов здесь особо нет, но если какие-то вопросы, у вас больше информации, кто некоторые
люди, которые в теме. Я вообще не в теме, чтобы вы понимали. Я в эту тему 10 лет назад влез. Абсолютно вот влез и попал вот подвели меня к Ахмеду Закаеву, которого я поддерживал и пытался всячески помочь. Но я это делал не для того, чтобы стать каким-то политиком, еще чем-то, а для того, чтобы мой чеченский народ перестали убивать. И я простые вещи, которые мы все чеченцы между собой знаем, обсуждаем, а на политическом уровне, на таком общественном уровне нас никто не слышит, и какие-то непонятные радикалы, какие-то люди, полностью себя дискредитировавшие, полностью подведшие наш чеченский народ под геноцид, за нас говорят, и нас не слышно. И мне показалось, что меня услышат, я смогу донести до людей, буду бороться и так далее. Но, в принципе, насколько меня слышно, вам виднее, вам виднее. Я сказал свое мнение, и сейчас я вижу такой сценарий, который они планируют. Я думаю, после того, как я его озвучил, у вас больше, как я сказал, информации у некоторых, и вы сможете где-то опровергнуть то, что я говорю, а где-то вы полностью поймете, что я прав. Я эту свою гипотезу очень давно обдумываю, и практически слабых мест, ну, с учетом того минимальной информации, которую я имею, да, из открытого источника, но я ее еще имею из разных других источников, но все равно я считаю, у меня она минимальная. Я, опять же, не знаю внутреннюю кухню внутри, там, у Кадырова, как все там это у них происходит. Опять же, я не знаю до конца всю внутреннюю кухню КГБ, ФСБ, как себя ведут. Если у меня немножко были бы со Швецом можно было пообщаться и с каким-нибудь там Кадыровым внутри, я бы больше смог бы сделать понимание. Ну, мне кажется, моя версия, она практически слабых сторон не имеет на том, что я вам изложил. Как-то так, друзья. Давайте я почитаю ваши комментарии. Ва алейкум ассалам. Ну, судя по комментариям, я могу сказать, что все правильно я говорю и делаю. Асан, какое будущее на Кавказе? Когда на Кавказ придет США? Зангизур в аренде на 99 лет. Да и что ждать свободной Ичкерии? Шалом алейхум, Эд. Приветствую тебя, дорогой. Я считаю, что вот к тому сценарию, который делает... Я, знаешь, давно заметил, и ты знаешь это, что нас хотят подвести под сектор газа, что вот из нас хотят сделать сектор газа и постоянно терроризировать армян, грузин, азербайджанцев. Пытаются. Сейчас, опять же, это все складывается. Россия, да, она слаба, не такая, как СССР, когда она вот этот сектор газа, Палестине между евреями и арабами раздувала вот этот конфликт. Но при всем при этом Россия пока еще является постоянным членом Совета Безопасности ООН, имеет право вето и очень мощные свои там комитеты и там группы имеет ООН. Очень большое влияние до сих пор сохраняет Россия как преемница СССР. Если ее оттуда выкинут, то, конечно, ситуация изменится. Но я сейчас представляю, что вот эти религиозные деятели, которых Иран религиозно подготавливает, и у нас, как я сказал, наш суннизм, они очень сильно, вот духовное управление мусульман России, оно для чеченцев навязывает идею вот, шиизма.
шиизма. Ничего против шиизма не имею, просто чтобы вы понимали, что мы сунниты, но вот нам подложено, поднимают, вот, подменяют нам, они похожи, Аллах говорят, Коран признает, все, многие вещи похожи, и вот это идет подмена. С перевозкой вот этих всех арабов Палестины, вот этих, я полагаю, главных функционеров, главных вербовщиков, главных вот этих, которые на Израиль, на евреев натравливали, вот этих арабов Палестины, понимаете? Вот этих людей перевезли в Чечню, во временно оккупированную Ичкерию, Ингушетию, Дагестан. Вот мы слышим эту информацию, им дали дома, жалования и так далее, и там, видимо, держат под охраной и так далее. Многие российские пропагандисты, они начали говорить, что нужно объединять, давно уже начали к этому склоняться, Дагестан, Ичкерию и Ингушетию, объединить единое государство, ну, единый вот этот исламистский гетто, исламистский халифатик они хотят объединить. И план у них такой. И если Запад не является соучастником этого, если Запад не согласен, чтобы на его глазах новую сектор Газа, новую язву создали на теле уже Кавказа, то Запад, по крайней мере, должен нас признать. Чеченскую республику Ичкерия. Кроме нас, чеченцев, там воевать никто не будет. Никто не будет никаких терактов проводить, никто не будет боевые операции проводить и так далее. Потому что, во-первых, над нами большая работа российскими спецслужбами ведется, много есть у них подготовленных для вот этих целей, оболваненных, которые искренне верят. Да? Чеченцы очень наивный народ. Мы очень доверяем, когда нам про религию, про это рассказывают. И я посоветовал чеченцам самим брать Коран, самим читать. И вообще нам нужны бы свои вот религиозные деятели, которые думали бы о чеченском народе, они думали бы, как сделать пользу для России, для Ирана или еще для кого-то. И я очень надеюсь, если меня услышат это, и я прошу тебя и других американцев, если меня смотрят, и евреев, если вы можете, донесите эту информацию и скажите, что нас нужно как можно быстрее исключить из этого плана ФСБ, убрать Ичкерию, признать наш президиум правительства и исключить нас из этой системы. Если нас исключат из этого, мы, вот то, что я рассказываю, можем представлять угрозу и для Азербайджана, и для Армении, и для Грузии. Не мы, не чеченцы. Мы очень хорошо к вам, ко всем относимся. Мы хотим с вами в Кавказском доме жить, в демократическом обществе, в демократическом государстве. И мы хотим, азербайджанцы, Алиев, там, Пашинян, кто там в Грузии, вы должны сделать все возможное, чтобы нас вытащить теперь. Вы-то вылазите потихоньку из этого русского болота. Если вы нас там оставите, вы будете потом очень-очень сожалеть об этом. И Америка будет. Ну, конечно, в первую очередь, это Америка должна. И сейчас Украина признала Чеченскую республику Ичкерия и отправила ООН документы признать Чеченскую республику Ичкерия и то, что над нами совершен геноцид. И Пашинян, и Алиев, и Грузия нас уже признала. Они могут признать и последовать этому примеру. И вытащить нас из этого болота. В противном случае мы сами наведем у себя порядок. Нам не нужен ни Дагестан присоединять, ничего. Ингуши это наши, если они захотят, если там с Россией как-то там можно будет решить этот вопрос. Потому что мы государство, мы независимое оккупированное государство. Ингушетия, к большому сожалению, юридически этот момент можно будет решать, но у нас граница не проведена фактически. Мы ее можем, нашу Ичкерию, до Владикавказа, растянуть ее, и все. И в этом смысле ингуши с нами окажутся. Но всю эту агентуру внутри нас
Мы можем зачистить, только мы можем навести там порядок. Только наш президиум, только сами чеченцы могут навести порядок. Никто другой там воевать. Да, будут молодые дагестанцы, как в Дагестане, когда бои были, как Ингушетии были, молодые пацаны, которых вот эта пропаганда и пример, как другие сражаются, гибнут, будут там появляться эти люди. Ну, костяк основной, все это нагрузку всегда несли чеченцы на Кавказе. И дальше ФСБ, Патрушев рассчитывать, что будет. И начинают, как Вторую русско-чеченскую войну, те же самые лица, как мы видим, Закаев, Кутаев, Удугов, вот эти все люди заново начинают. Поэтому я бы хотел бы, я хочу, не хочу, здесь вопрос так не стоит, здесь это жизненно важно для всех, для нас. Нам нужно любым способом попробовать вырваться из этого. И для этого нужно признание. Это должен сделать Трамп, это должна сделать Америка, это должна сделать Великобритания, это должна сделать Украина. Кстати говоря, важный момент по поводу Украины я сказал. Ермак, как говорит Юрий Швец, говорит, Ермак встречался в Омане с Патрушевым и является там человеком Патрушева. Фактически он его так называет. И теперь неудивительно, почему на территории Украины, хотя я говорю, президиум наш говорит, многие-многие чеченцы говорят, и все в недоумении, почему там Закаев спокойно действует, где-то там перемещается и так далее. Понятно теперь, что это может быть через, опять же, Патрушева и Ермака, который прикрывает Закаева на самом верху там Украине. Хотя официально на государственном еще не говорит, потому что народ не поддерживает. А Запад, обычно у Запада очень хорошо, у Америки, в частности, аналитические центры работают, социологические работают очень хорошо, демократические процедуры, они всегда мониторят очень хорошо. И они видят, что не поддерживают. И пока нету этой поддержки, Закаева не признают окончательно. Но когда начнется вот эта каша внутри, сейчас, если война в Украине остановится, она сразу же может перекинуться, там, свобода, независимость Ичкерии, там, Магомед Даудов, Закаев объединяются. Вот эта вся каша, когда начнется, чеченцы, когда молодежь увидит, и пропаганда будет, там, Удугов подключится, там, другие какие-то вот эти есть, которые пропагандисты, которые для чего-то держат, да, все это время же, ничем полезным они не занимаются, никакой пользы от них нет, но и вот они есть, просто вот есть, существуют. И вот эта вся вот эта ситуация, нам нужна очень большая помощь от США, от друзей США, от всех нам нужна помощь. И если, а я это уже озвучил, как вы слышите, да, и если этот сценарий, он, скорее всего, они будут его реализовывать, и мы ничего не будем делать, то все, кто ничего не делает, являются соучастниками этого. Молчаливыми соучастниками, прямыми соучастниками, это уже роли не играет. Если из Чеченской Республики сейчас будет исламистское гетто, а мы не радикалы чеченцы, мы не радикалы, посмотрите здесь в Европе, сколько радикальных террористических вещей мы сделали здесь в Европе. Все, кто делал, это делали Россия. Это 1, 2, 3, 4 по пальцам одной руки можно пересчитать. Хотя нас здесь огромное количество, и все мы представляемся радикалами. Это не так. Мы не радикалы. Не радикалы. И те, кто сейчас борется якобы с радикалами, тот же разные вот эти блогеры, которые говорят, они тоже льют мельницу, представляя, что везде какие-то радикалы. Да, мы мусульмане. Да, кто-то с бородой, кто-то без. Но мы никакие не радикалы, ничего, вот эту угрозу не представляем. Понимаете? И Украине нужно, чтобы сейчас, если хотят, Украина 3,5 года, не 3,5 года, Украина 11 лет потеряла. Если бы она Ису Мунаева тогда поддержала бы, если бы тогда бы наш президиум она позвала бы, все вот это в этом смысле делалось бы, то у нас совсем другая ситуация была бы и в самой Украине. Украине не дают победить. Украине не дают победить. Я ушел от твоего вопроса, уважаемый Эд, но я считаю, что Иран, который сейчас будет там пытаться терактами, это не я, это не мы, это какие-то там чеченские террористы там, и так далее, и так далее.
Ирану это будет удобно. И вот таким вот образом нас будут представлять радикалами, там угроза будет. И сейчас мы этого не видим, а пройдет 2-3 года массированной пропаганды. Украина, война там временно приостановится, допустим, еще какая-то, и все, внимание, фокус переключится на Зангезур, на Азербайджан, Армению и на чеченских террористов, как это излюбленный патрушевский метод. Это просто величайший враг чеченского народа и всего человечества. Николай Патрушев, просто колоссальнейший враг. Это просто, я не знаю, с какой ненависть. Может, его жену чеченец увел, я не знаю, за что он нас так ненавидит. Может, его самого обидели чеченцы, не знаю. Но люто ненавидит этот человек нас. Ну и вот таким вот образом они пытаются создать вот эту ситуацию. Поэтому я призываю всех обратить на это внимание, всех аналитиков, всех думающих людей, и не дать этому сценарию реализоваться. Мы сделаем с своей стороны все, что в наших силах. Все, что в наших силах, чтобы этот сценарий не реализовывался. То, что я сейчас вам это говорю и делаю, я делаю свой вклад в это. Я всех чеченцев призываю очень хорошо подумать над тем, что я сказал. Очень хорошо проанализировать. И если вы согласны с этой позицией, а не согласиться вам будет очень трудно, потому что я мне кажется, хорошие доводы привел, все, параллели привел, то распространите эту информацию. Мы, чеченцы, должны знать. Если мы знаем, что нам готовят, вот помните, когда 7 октября русские свои вот этих миньонов на день рождения Путина отправили на Израиль и там резню устроили. Когда эту резню устроили, за полгода даже, может быть, год раньше, я уже видел, что вот это Тумсо Абдурахманов, другие блогеры, вся вот эта ГБшная, античеченская вот эта мафия начала вот эту тему распространять. И я уже чувствовал, я видел, что что-то будет происходить. Я об этом говорил. И когда это уже произошло, когда я начал призывать чеченцев, говорить, смотрите, готовились. Они их друзья, арабы и русские, да, друзья, и все. И ни один чеченец не пошел. Даже были провокаторы, которые, может быть, умышленные, может, не умышленные. Очень здесь трудно некоторых вот этих полезных товарищей определить. Потому что я сам иногда становился полезным товарищем. Поэтому я могу сказать, что ты просто не обдумывая некоторые вещи, вот тебя могут подвести под это. Поэтому некоторые, что все, я выезжаю, я уже еду, сейчас я уже сражаться буду. И вот это все, это вновь и вновь поднималось. И тогда удалось сбить эту волну. Никто не поехал воевать против евреев, против Израиля и так далее. Потому что удалось найти слова, и еще много до этого говорил. И думающие люди, которые смотрят канал реалити и слушают, что мы говорим, они понимали, что, ага, значит, какая-то, может быть, что это не стихийное какое-то событие, а подготовленное. А в подготовленную уже ты понимаешь, ага, значит, это ловушка. А чеченцы не глупые люди, просто нет достаточно анализа и информации. И вот я пытаюсь восполнить этот пробел. Как у меня это получается? Судить вам. Как-то так. Друзья, я тогда свой стрим на это сегодняшний закончу. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Я вас прошу максимально распространить информацию. Не обязательно ее распространять. Ссылку, особенно те, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, просто своими словами поймите, что нам готовят новую войну, новый сектор газа. И это десятилетиями они планируют. Потому что Россия, Советский Союз слишком много десятилетий потратила на арабских террористов. И им сейчас оставлять вот этих вербовщиков, вот этих разных пропагандистов, ну куда их столько вложено, они столько обучены, столько они уже пользы принесли, уже там поколениями они идут. Поэтому они сделают все возможное, чтобы осуществить этот план. И они идут к этому. И главное будет зло, это будет
Кадыров Рамзан и наш президиум. Как они будут объединять? Я уже вижу, что они об этом начали говорить. И я вижу, что там они начинают почему именно абсолютно выдуманная, из пальца высосанная, просто ни о чем ситуация. Вчерашние ваххабисты сегодня предъявляют Аяду Идигову о том, что он там сказал, основная религия ислам. Хотя вся республика, молодежь была заряжена этой пропагандой. И наша власть, демократическая власть, она должна слушать народ и как-то пытаться им управлять этот народ, как-то с ним взаимодействовать. И вновь они говорят, его вызывают на дебаты, он открытый человек, он открыто говорит, ему стесняться, бояться нечего, скрывать нечего. На любые вопросы, как вы знаете, мы сами просим уже больше года. Мы ведем совместные стримы с Аядой и просим вас задавать вопросы. Когда вы не задаете вопросы, нас это расстраивает. Мы хотим, чтобы вы задавали вопросы. Насколько мы открыты. Скажите, вы когда-нибудь от других слышали, вот этих симулякров и вот этих патрушевских, вот этой мафии, чтобы они просили им задавать вопросы, открыты были? Нет, там свои подготовили 2-3 вопроса, быстренько дали и все, и спрятались. Чтобы лишнее не сказать, там ничего какого-то не получилось. И сейчас я вижу, что его подготавливают, ему там новую версию, там новое ему предложение делать. А почему вы это сделали? А почему то? Они готовятся к суду против Идигова, против нашего президиума. Идигов, на мой взгляд, и вы многие знаете уже, вы сами с ним общаетесь, человек, который мог бы жить 1000 раз лучше, чем Кадыров. Вот Кадыров сейчас миллиардер, эти миллиарды могли быть у Идигова. Просто одно, если бы слово он сказал бы, если бы он просто согласился. Если бы этот человек, его бы родственники не были в таком количестве убиты, ранены, у него ничего нет. Это человек бедный человек, как мы знаем. Поэтому нам пытаются, вот я вижу просто, что его подводят к чему-то. Его пытаются вот эти полезные товарищи, которые там начинают там задавать, ты там внес изменения, хотя он не один человек, там и целый парламент делал и так далее, и так далее. Но вот так это делается. Может быть, эти полезные товарищи не знают, для чего им говорят, но им говорят, вот это скажи. Потому что они даже Конституция, что такое, не знают. Они не знают, что такое теория государства и права. Они не могут рассуждать такие вещи. Понимаете, если ты этого не знаешь, ну как ты это рассуждаешь? Значит, кто-то тебе это все подносит и разжевывает. И ты уже начинаешь дальше как бы говорить и реализовывать. Поэтому вот такая вот готовится провокация. Но я думаю, из этого ничего не получится. Да, Мукла. Готовится замена истории чеченцев. Если вы обратили внимание, пытаются вырезать, а многие архивы, многие видео попали в руки русским. Кто-то убитым попался, кто-то потом шантажом, испугом забрали, у кого-то выкупили эти видеозаписи, там, 3-10. И вот это все вот таким вот образом распространяется сейчас. И главным действующим лицом там является якобы там Ахмед Закаев, который там чуть ли не прямой. И вот на канале Гордон, это тоже не случайно, Руслан Кутаев, который никогда рядом с Дудаевым не стоял, имеется в переносном смысле, может где-то рядом стоял, никогда не был его соратником, его помощником и так далее. У Гордона на канале, на ФСБшном канале, КГБшном канале Гордон рассказывают, что Руслан Кутаев, там, ближайший соратник, сподвижник Джохара Дудаева и так далее. Это все делается не случайно. Это закладывается основа для того, чтобы завтра эти люди были как бы народом приняты. Потому что Дудаев непререкаемый авторитет и лидер чеченского народа. Как был, так и остается. Он, как и Аяд Идигов, кристально чисто прошел свой путь. Не продался, не испугался. Как нужно, честно, прямо, чисто отстаивая интерес своего чеченского народа. Ничего больше, ничего себе. Вы можете просто посмотреть, что стало с их родственниками, с их семьями и так далее. И вы тогда поймете, сколько у них погибло родственников, принимавших участие, сколько там у Кутаева погибло или сколько у Закаева погибло. Как-то так, друзья. Я на этом свой стрим закончу. Спасибо, что вы
смотрите и поддерживаете, я вас прошу распространить эту мысль, проанализировать ее и имейте в виду, не дайте нас обмануть. Вы лима дайте лаш ночи. Вы ган ушага, вы ювац архис ряш. Вайн харизулам дин харше было вайн бинаг ФСБ Патрушев Путин бу. Цен годяш хил был вайнук и нах буй. Сюш годяш от зулами идеален. Вы цбу вы шаял сопротивление, вы государство, вы мельвинок. Иша был на хлак байтан. Хинц иом кайлдар это цахвай царх цих керчба на десятилетие. На десятилетие вайн. Программ айл ряч бушуниш. Из хилит еще ждать. Из хиля дать. Дал мула. Ночи амма дал мула. Килоуз дир дать. Тверду. Дерез холь масана. Адикюэль маш оль. Всего хорошего, друзья. До свидания. До свидания. Забыл сказать, чуть не забыл сказать. Завтра будет стрим с Гарри Табахом. С Гарри Табахом. И это будет вечером в 21:00. Следите за анонсами. Я сегодня выложу анонс. Будет очень интересно. Заходите, задавайте ему вопросы. Давно я его не приглашал. И вот завтра мы с ним проведем. И я вас всех призываю как можно больше принять участие и позадавать Гарри Табаху много-много вопросов. Адикюэль маш оль. Всего самого хорошего. До свидания, друзья.